Добрый день, уважаемые гости. Рада вас приветствовать. Меня зовут Воробьева Вероника. Представляю Департамент регионального развития Всероссийской образовательной платформы Учи.ру. Сейчас мы ждем коллег и начинаем. Уважаемые коллеги, перед началом немного организационных моментов. Вы можете получить запись вебинара, а также всю полезную информацию о платформе. Для этого необходимо заполнить небольшой опрос по ссылке, он находится у нас в заметках. Также, как вы, возможно, уже заметили, чат у нас открыт, в нем будет появляться необходимая информация. У меня сегодня также в нашем вебинаре коллеги, которые будут мне помогать отвечать на ваши вопросы в чате. Также очень важный момент, мы все проводим в дистанционном формате. Бывают такие ситуации, когда на вебинаре у вас может пропасть звук или видео. Не пугайтесь, просто обновите страницу. Можно это сделать с читанием клавиш или просто снова зайти по ссылке на наш вебинар. Перед началом, уважаемые коллеги, как я уже сказала, зовут меня Воробьева Вероника. Давайте мы с вами тоже немного познакомимся в формате нашего чата. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы уже являетесь активным пользователем нашей платформы Учи.ру, и минус, если вы платформу еще в работе не использовали. Так, вижу ваши ответы. Большое спасибо за активность. Замечательно. И еще один вопрос. Если вы ранее уже принимали участие в проекте «Цифровая школа» от нашей платформы Учи.ру, поставьте, пожалуйста, в чат единицу. Если в этом проекте вы принимаете участие впервые, то, пожалуйста, поставьте цифру 2. Так, вижу, что здесь уже есть и активные пользователи платформы, и те, кто сталкивается с платформой первый раз, кто уже принимал участие в цифровой школе. Замечательно. Уважаемые коллеги, большое спасибо за активность. Я думаю, что мы сегодня очень плодотворно проведем наше время. И вы узнаете также, возможно, что-то новое о платформе, но и также закрепите уже такие ваши знания, которые у вас имеются. Итак, я предлагаю начать. Еще раз рада вас приветствовать. Зовут меня Воробьева Вероника. Я представляю Департамент регионального развития Всероссийской образовательной платформы Учи.ру. Наша сегодняшняя встреча посвящена проекту «Цифровая школа Учи.ру». Длительность нашего мероприятия около 120 минут. За это время я вам расскажу о проекте, о его целях, о задачах. Также уделю время условиям проекта, способах реализации данного проекта. Мы посмотрим еще на практике нашу образовательную платформу. Также я вам расскажу про сертификат, который вы можете получить в конце нашего мероприятия. Также отвечу на ваши вопросы, если они у вас будут появляться в течение нашего вебинара и также в конце нашего вебинара. Мы запускаем проект «Цифровая школа» в Республике Коми, и запуск проекта у нас согласован на региональном уровне с заместителем министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Холоповым Олегом Александровичем. Давайте сейчас познакомимся с нашей платформой, расскажу немного краткую информацию о нашей платформе Учи.ру. Вы уже некоторые знаете, что Учи.ру – это бесплатная всероссийская образовательная онлайн-платформа, на которой ученики из всех регионов России изучают различные школьные предметы в интерактивной форме. Также Учи.ру является лидером среди цифровых образовательных ресурсов, который позволяет школам полноценно и
и без лишних усилий внедрить различные цифровые технологии в образовательный процесс. Также наши курсы нашей платформы соответствуют не всем необходимым стандартам и не имеют привязки к конкретному учебнику. И наши задания проходят экспертизу Российской академии наук и одобрены к использованию в школах. Вы можете заметить, что с нами на платформе занимается почти каждый второй ученик, активно осваивает различные сервисы и закрепляет свои полученные знания и умения. Также на нашей платформе есть различные виды образовательного контента. Я думаю, что пользователи нашей платформы уже знакомы с первым видом. Это интерактивные задания, наши интерактивные карточки. И ребенок, когда решает и выполняет задания в такой необычной интерактивной форме, конечно же, он формирует свой и цифровой профиль, и свои индивидуальные образовательные траектории, так как платформа подстраивается индивидуально под каждого ученика. И в ходе выполнения заданий наших курсов система формирует каждому ученику свой образовательный маршрут. И происходит диалог с каждым учеником, и тем самым повышается и познавательная мотивация каждого ученика, и формируется адекватная самооценка наших обучающихся. Также у нас есть задания в другом формате, и они также все с автоматической проверкой. Здесь вы можете быстро организовать и бесплатно организовать быстрый контроль знаний ваших учеников, то есть выдать задание в электронном формате с использованием автоматической проверки. И здесь вы как раз-таки сможете уже сразу посмотреть, как дети справляются с теми заданиями, которые вы им отправляете. В основе наших курсов лежат, конечно же, интерактивные задания, которые разработаны таким образом, чтобы не просто давать какое-то наглядное объяснение материала, но и в первую очередь задания должны быть интересными для современных детей. Я думаю, что вы со мной согласитесь. На учи.ру ребенок выполняет задания и вовлекается в образовательный процесс и становится его активным участником. То есть ребенок постоянно взаимодействует с платформой через такую исследовательскую деятельность и через разные знакомые жизненные ситуации. И как раз-таки за счет такого взаимодействия и вырабатываются необходимые навыки, а знания наших учеников усваиваются без какого-то заучивания и зазубривания. И, конечно же, наши интерактивные задания все разработаны с элементами геймификации, и также все они учитывают различные индивидуальные особенности всех учеников и отлично подходят для работы, например, с разноуровневыми детьми. Платформа отслеживает ошибки каждого ребенка и помогает самостоятельно прийти к верному ответу с помощью диалога. Я думаю, те, кто карточки активно использует в работе, знают, что платформа ни в коем случае не ругает ребенка за ошибку, а наоборот помогает ему прийти к верному ответу. То есть сколько раз ребенок ошибается, столько раз платформа будет ему помогать прийти к верному ответу, но никак она не решает задание за него. То есть здесь ученик самостоятельно доходит до такого окончания карточки и самостоятельно выполняет все задания. И, конечно же, ребенок, когда может сам выполнить даже какое-то сложное задание, которое вызвало у него затруднение, и в итоге он его выполняет, он сохраняет уверенность в своих силах, и у него формируется адекватная самооценка, и, конечно же, желание двигаться вперед и изучать все новые и новые темы. И платформа постоянно развивается и дает сегодня все, что нужно учителю как раз-таки для простой организации современного образовательного процесса. Помимо наших карточек, также появились и новые инструменты для учителя. Это более 150 тысяч заданий с технологией автоматической проверки. То есть здесь вы даже и свое время существенно экономите, так как задания уже автоматически проверяются. И мы можем давать как тестовые задания, так и различные упражнения, проводить проверку знаний в разных форматах. И в личном кабинете учителя весь функционал доступен бесплатно. И вы можете выбрать темы, различные задания, которые соответствуют вашим урокам. И, конечно же, сразу можно получить статистику о выполнении учениками в реальном времени.
Также в наших заданиях, особенно в проверочных работах, есть встроенная защита от списывания. То есть мы можем точно проверить, что каждый ученик выполнил задание самостоятельно. И, конечно же, здесь можно сформировать как общее задание для всего класса, так и, например, различные индивидуальные задания для группы учеников или для каждого ученика отдельно. И при этом платформа учи.ру, она ни в коем случае не заменяет учителя. Мы здесь только усиливаем позицию педагога в современном образовательном процессе. Переходим к следующему слайду, и здесь я подробнее расскажу о самом проекте «Цифровая школа учи.ру». Для того, чтобы этот проект реализовать, педагоги проводят один урок в неделю. Это должен быть компьютерный класс или, возможно, мобильный класс, если есть такое техническое оснащение в школе. И в рамках проекта уроки обязательно включаются в расписание, и они проводятся еженедельно. То есть это не какой-то дополнительный урок, это не факультатив, а обычный урок в таком новом цифровом формате. И в текущем как раз-таки учебном году в проекте у нас 3 направления. Это математика для 5-9 классов, английский язык для 5-6 классов и программирование для 3 и 4 класса. Мы с вами подробнее поговорим про английский язык для 5-6 классов. Проект по английскому языку мы запускаем впервые так масштабно, поэтому мы выбрали всего 2 параллели для участия. Наш курс, он разработан для среднего звена и построен таким образом, чтобы ученики, которые, например, быстро осваивают язык, могли идти вперед, да, несмотря на то, что есть какие-то определенные рамки школьной программы. Ведь освоение иностранного языка – это один из ключевых навыков в современном мире. Я думаю, вы тоже со мной здесь согласитесь, и точно результат регулярной работы. И вот как раз-таки для того, чтобы педагоги могли реализовывать полноценный подход к обучению, полноценный дифференцированный подход к обучению, мы выбрали именно 5-6 классы. При необходимости можно вернуться к курсу начальной школы, но также и при необходимости мы можем выдать задание повышенной сложности и тем самым позволить ученикам двигаться вперед, которым это нужно. Чтобы подключиться к проекту, есть определенные технические требования. Да, это важный момент, вы можете даже для себя зафиксировать. Также требования ранее были уже озвучены руководителям образовательных учреждений на предварительной презентации. Первое требование – это базовое школьное оборудование с доступом в интернет. Это может быть, как уже сказала, компьютерный класс или мобильный класс. Возможно, это будет набор планшетов. Также важно обеспечить минимум одно рабочее место, например, для 2 учеников. То есть если у вас в классе 30 учеников, то должно быть 15 компьютеров. Также необходимо, чтобы был компьютер у учителя с проектором или с интерактивной доской. И важно стабильное интернет-соединение. Также важно проверить перед началом запуска данного проекта, чтобы на всех сайтах учи.ру был внесен в белый список сайтов, чтобы у вас постоянно был доступ к платформе учи.ру и не было никаких препятствий. Также важный момент – это включить цифровые уроки в расписание. Здесь как раз-таки включается куратор проекта в образовательном учреждении. Куратор на этапе вступления в проект проверяет, нет ли пересечений с классами-участниками. То есть, когда мы подаем заявку, только один класс может принимать участие только по одному предмету и только с одним учителем. То есть здесь не должно быть пересечений между предметами. Составляется расписание, решаются различные технические проблемы при их возникновении. То есть все это делает куратор проекта. И для каждого учителя школы, конечно же, должно быть место в расписании, чтобы мы могли провести урок, например, в компьютерном классе, да, чтобы не было пересечений между уроками. Это тоже такой очень важный момент для реализации проекта «Цифровая школа». Также необходимо прикрепить урок в расписании, чтобы и ученики могли знать, когда у них будет урок на платформе учи.ру, чтобы дети могли проще погрузиться в данный проект, чтобы они знали, что, например, по пятницам у них проводится урок с платформы учи.ру. И также важно, что учитель может
может работать в таком формате не более чем с 3 своими классами. И не должно быть пересечения по предметам, да, как я уже сказала. Давайте рассмотрим на примере. Например, я веду 5 А-класс, и он у меня принимает участие в проекте с учителем математики. Соответственно, учитель английского языка уже 5 А-класс взять в проект не может, потому что дети будут пересекаться между предметами. То есть такого быть не должно. Учитывайте, пожалуйста, это при формировании расписания в школе. Уроки мы можем проводить с 8 утра до 18:00 по будням и также с 8 утра до 14:00 по субботам. Также важно обеспечить регулярность данных занятий для детей. Как уже сказала ранее, это 1 раз в неделю мы проводим урок по проекту «Цифровая школа» и для каждого заявленного класса. То есть если мы подали в заявку 3 класса, то для этих классов должен быть организован 1 урок в неделю. И именно регулярность таких уроков позволяет добиться максимальных результатов и, конечно же, закрепить эти результаты. Учитель проводит не менее 1 урока в неделю регулярно и каждую неделю с момента старта проекта и, конечно же, до конца учебного года. За исключением, когда у нас появляются периоды каникул или, например, периоды, когда мы не можем прийти очно в школу, да, там, например, карантин или отмена занятий в связи с погодными условиями, да, такое тоже может быть. Тогда мы уроки проводим в формате онлайн, в удаленном формате. Чуть позже, точнее, еще расскажу подробно про условия использования. А сейчас поговорим про историю вообще данного проекта и про масштабы этого проекта. Мы занимаемся реализацией таких проектов уже 4-й год. В учебном году 2018-2019 мы работали только в 3 регионах. Следующий учебный год, это 2019-2020 учебный год, в проекте приняли уже более 40 тысяч учеников участие из 16 регионов. И вот в прошлом учебном году уже более 103 тысяч учеников из 32 регионов. То есть мы можем видеть, что проект растет, развивается, и в нем каждый год принимает участие все больше и большее количество учеников. Здесь мы можем видеть цифры по республике Коми, посмотреть топ самых активных школ и сколько школ у нас на данный момент подключились к нашему проекту. Также по данному проекту в 2020-2021 учебном году мы проводили исследование в городе Екатеринбург. В данном исследовании мы хотели выяснить, влияет ли наш проект как-то на рост успеваемости вообще учеников. Мы взяли для данного исследования группу детей. Это была группа детей 8 классов в городе Екатеринбурге. Далее мы детей разделили на 2 группы, и обе группы прошли тестирование по математике в начале и в конце учебного года на нашей платформе учи.ру. При этом весь учебный год в экспериментальной группе раз в неделю проводился урок математики на платформе учи.ру в цифровом формате, а контрольная группа продолжала заниматься в привычном традиционном формате, как и занималась ранее. И по итогам сравнения, когда мы провели уже 2-е тестирование по окончанию данного проекта, мы увидели, что обе группы 1-е тестирование написали на одном уровне, но 2-е тестирование уже показало, что получился прирост в 7%. Это значимый результат для данного исследования. И мы видим, что имеется значительная разница между контрольной и экспериментальной группой. То есть если ученики регулярно занимаются на платформе, показывают свои результаты, и это все приводит к серьезному росту образовательных результатов по сравнению с учениками, которые платформу в работе не используют в течение учебного года. И самое главное, это, конечно же, существенный рост познавательной мотивации этих учеников и их вовлеченность в предмет. И мы уверены, что
при системном, регулярном использовании платформы Учи.ру в образовательном процессе возможно достичь гораздо большего результата у наших учеников. Ведь как раз-таки суть такого инновационного урока – это совмещение традиционных средств и методов обучения с современными методами и ресурсами нашей образовательной платформы Учи.ру, что как раз-таки позволяет нам дополнить и усилить классическое школьное обучение и наладить для детей полноценную реализацию и персонализацию подхода к каждому ученику. Давайте поговорим, что же дает участие в проекте учителю и ученику. Конечно же, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс на примере цифровой школы Учи.ру нам позволяет решать различные новые задачи, которые выдвигаются сегодня в сфере образования. Это такие важные задачи, как расширение образовательных возможностей обучающихся за счет, например, увеличения доступности, гибкости образования, учет индивидуальных образовательных потребностей каждого ученика, а также важно учитывать темп и ритм освоения учебного материала. Также важная задача – это стимулирование повышения мотивации наших учеников, их самостоятельность, повышение эффективности образовательного процесса в целом. И также мы стараемся помогать и помогаем педагогам развивать навыки, умения работы с цифровой средой, стать таким современным источником информации. И когда мы умеем все это делать, мы говорим с детьми на одном языке и, соответственно, реализуем также и свой творческий потенциал. Важно внедрять в образовательный процесс перспективную систему обучения, которая совмещает преимущества как традиционного, так и интерактивного подхода в обучении. То есть дети сегодня растут и используют различные методы, они развиваются, используют различные гаджеты, интернет и так далее. И когда мы подстраиваемся под ученика, когда мы говорим с ним на одном языке, повышается и наш уровень в глазах детей, и мы можем также внедрять различные электронные форматы в наше обучение, чтобы как-то более заинтересовать наших учеников. Давайте сейчас снова проговорим более подробно про условия проекта. Что же потребуется от вас? Все максимально просто, уважаемые коллеги. Участвуют у нас сейчас 5 и 6 классы по английскому языку. Для того, чтобы мы могли принять участие в проекте, нам необходимо базовое школьное оборудование, у которого есть доступ в интернет. Это может быть компьютерный класс, набор планшетов или мобильный класс. Должно быть минимум 15 рабочих мест для учеников. То есть если в классе 30 учеников, то за компьютером может быть, например, 2 ребенка. Также должно быть стабильное интернет-соединение. И на всех устройствах важно проверить, чтобы сайт Учи.ру был внесен в белый список сайтов. Также важно согласовать цифровые уроки в расписание. Важно, чтобы учитель мог работать в таком формате, не более чем с 3 своими классами. То есть каждый учитель может подать заявку 3 класса, но эти классы не должны пересекаться по предметам в рамках школы. Например, как уже приводила 5 А-класс, у нас принимает участие в проекте с учителем математики, соответственно, учитель английского с этим классом в проекте не работает. Мы знаем то, что в случае с английским языком есть несколько подгрупп, и каждая подгруппа на платформе у нас считается отдельным классом. То есть, если в том же 5 А у нас 30 учеников, и он разбит на 3 подгруппы по 10 человек, то занимаются они отдельно, то есть все 3 подгруппы подаются отдельно друг от друга. И для каждого учителя от школы должно быть свое место в расписании для проведения урока в компьютерном классе. Важно закрепить урок в расписании для того, чтобы обеспечить и регулярность проведения этих уроков, и также, чтобы ученики могли знать, когда у них будет урок в непривычном цифровом формате.
И именно для того, чтобы все это организовать, для решения подробных вопросов и нужен куратор в школе, и поэтому куратором проекта может быть только представитель администрации, который сможет грамотно составить расписание, проверить, нет ли пересечений среди классов, и также следить за регулярностью проведения уроков, устранять различные, например, проблемы, если они появляются с техническим оборудованием в школе. Всем этим занимается куратор проекта. Также, повторюсь, возможное время проведения по проекту, оно местное для каждого региона, с 8 утра до 18:00 по будням и с 8 утра до 14:00 по субботам. Урок проводится один раз в неделю и для каждого заявленного класса. То есть здесь важно выдержать принцип регулярности, чтобы эффективные были эти уроки и чтобы обучение было не только эффективным, но и была у нас периодичность этих уроков. Также, если мы проводим более редкие занятия, то они обычно имеют невысокий результат, и для эффективного освоения какой-либо технологии требуется все-таки уделять ей время хотя бы раз в неделю. И именно поэтому мы просим, чтобы эти занятия были регулярные. И регулярная работа позволяет и детям ассоциировать наши технологии цифровые с образованием и как раз-таки помогает привыкнуть к такому формату и к потреблению знаний в таком формате. Вы можете проводить не менее одного урока в неделю регулярно и каждую неделю с момента старта проекта и до конца учебного года, за исключением периодов каникул. В периоды, когда невозможно провести уроки, да, это у нас карантины, отмены занятий, уроки мы проводим в формате онлайн или удаленно. Также важный момент. Урок по проекту считается у нас проведенным, если минимум 50% учеников класса выполнили задания на платформе в течение урока. В зачет идут задания из базового курса английский язык. Это интерактивные карточки, проверочные работы, задания из упражнений. Мы к ним чуть позже обратимся и посмотрим их на практике. Также мы можем использовать задания из прошедших и текущих олимпиад по английскому языку. Если вы провели, например, несколько уроков по проекту в течение недели, то в зачет идет только один урок, и это пойдет тот урок, в котором с платформой работало наибольшее количество учеников. Также по итогу этих уроков вы будете получать еженедельную рассылку. Там вы можете отследить, сколько учеников занимались во время урока, зачтен или не зачтен этот урок. Все это будет приходить вам на электронную почту. Также куратору и учителям проекта в школе будет доступна эта информация в личном кабинете администратора во вкладке «Цифровая школа». Да, чуть позже тоже покажу, где это все появится. И по всем вопросам вы сможете обращаться к нашим специалистам в Telegram-канале. Давайте посмотрим, как мы можем реализовать данный проект и в каком формате мы можем проводить наши уроки. Проект использует такой подход, как смешанное обучение. Да, возможно, кто-то из вас уже слышал о данном методе. Пожалуйста, напишите в чате плюс, если данный метод, возможно, использовали уже у себя на уроках, и минус, если еще с таким методом не сталкивались. Так, вижу ваши ответы. Спасибо. Расскажу немного подробнее, что такое смешанное обучение. Это метод, который как раз-таки совмещает обучение с участием учителя, да, мы являемся таким основным источником информации, и также мы совмещаем онлайн-обучение. И суть данного обучения как раз-таки заключается в использовании в образовательном процессе не только традиционных средств, методов, это учитель у доски, фронтальная работа, мел, доска, но и всего многообразия различных современных методик и ресурсов. И в нашем случае это цифровых ресурсов платформы учи.ру. То есть здесь, когда мы реализуем данный метод, происходит технологическое усиление такой активной позиции ученика с помощью онлайн-среды и формирование навыков самостоятельной работы наших учащихся. И такой формат как раз-таки позволяет не только более эффективно использовать преимущества как очного, так и электронного форматов обучения, но также дополняет каждый формат и налаживает
персонализацию подхода к каждому ребенку. К самым популярным и эффективным моделям смешанного обучения, которые сейчас реализуются с нашей платформой, учителя относят ротацию станций. В случае, если, например, вы впервые с классом принимаете участие в проекте, да, такие педагоги здесь тоже присутствуют, то мы рекомендуем в самом начале запуска проекта все-таки провести такой вводный урок, на котором ученики смогут познакомиться с форматом проведения урока в модели ротации станций, познакомиться с платформой, дети научатся заходить в систему под своими логинами, паролями, да, находить нужные задания от учителя. То есть здесь мы так на первом уроке больше знакомим детей с таким форматом, чтобы в дальнейшем у них уже не возникало вопросов. А вот если вы уже с данным классом принимали участие в проекте ранее, то такой вводный урок можно пропустить и уже сразу провести урок в модели ротации станций. Что мы делаем? Мы делим класс на две группы. Здесь мы делим класс по своему усмотрению. Можем выбрать детей, которые, например, не знакомы с платформой, и детей, которые платформу использовали. Когда мы класс на две группы поделили, то каждая подгруппа работает по 20 минут, а потом меняется местами. То есть ученики первой группы работают на платформе учи.ру самостоятельно за компьютерами. Они выполняют задания, которые, возможно, вы им отправили ранее, перед началом урока. Каждый выполняет эти задания в своем темпе, с необходимым количеством отработок, то есть если случилась ошибка, ученик выполняет заново карточку, да, выполняет подобные задания, повторяет эту карточку, да, столько, сколько ему надо для того, чтобы материал у него усвоился. То есть здесь также и система ему будет подсказывать. А учитель может выдавать эти задания перед уроком и формировать индивидуальные, например, задания с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. То есть здесь первая подгруппа работает самостоятельно и выполняет те задания, которые мы подобрали ученикам. А вторая подгруппа работает с учителем, это может быть фронтальная работа, мы можем отрабатывать, например, закреплять уже ранее пройденный материал, ранее пройденные темы. Затем мы меняем подгруппы, и те, кто у нас работал за компьютером, теперь работают с педагогом фронтально, а те, кто работал фронтально, пересаживаются за компьютеры и выполняют те же задания, которые вы отправили им в личном кабинете на платформе учи.ру. То есть здесь мы можем менять, например, состав групп от урока к уроку. Вы это все можете контролировать самостоятельно. Все зависит от вашей педагогической задачи на данном уроке. После такого урока вы уже со своего компьютера или прямо с телефона можете изучить статистику выполнения заданий и, возможно, уже подготовить темы, которые вызвали затруднения у учеников, и разобрать их на последующих уроках. То есть таким образом идет в процессе данного урока увеличение успеваемости наших детей и интереса к учебе. А также здесь идет, конечно же, интеграция современных форм обучения в образовательный процесс. И здесь важный момент, уважаемые педагоги, учитель, вопреки страхам многих педагогов, никуда не исчезает. Конечно же, мы остаемся важной частью учебного процесса. Всего лишь меняется наша роль во время урока. Мы уже становимся таким организатором, помощником для учеников, специалистом и даже экспертом. Да, как мы уже ранее успели отметить, здесь сейчас очень продвинутый, а когда они видят, что педагог тоже использует такие методы, они к нему больше прислушиваются и замечают, что вот это да, учитель тоже может использовать различные электронные ресурсы, и это интересно современным ученикам. И, конечно же, когда вы подбираете различные задания к такому уроку, вы лучше всех знаете своих учеников, их психологические какие-то особенности, их уровень мотивации, способность, например, к самоорганизации во время урока. И только вы можете выбрать те нужные задания, которые подойдут непосредственно каждому ученику. То есть только педагог может максимально и эффективно помочь ребенку во время такого урока. По данной модели, по модели ротации станций, мы проводим один урок английского языка в неделю. Да, это важный момент, это не просто какой-то факультатив или
Дополнительный урок нет, это обычный урок, просто в новом цифровом формате. И также мы вносим этот урок в расписание, и он проводится регулярно. Специально в помощь педагогам мы разработали различные сценарии уроков, которые вы можете использовать у себя в работе. Да, здесь вы можете уже выбирать различные темы уроков в зависимости от образовательных задач на таких уроках с применением цифровой школы. Также мы будем оказывать и техническую помощь на протяжении всего учебного года от начала и до конца проекта. Итак, уважаемые педагоги, мы сейчас с вами рассмотрели модель ротации станций. Давайте подытожим, как же мы можем провести урок в таком формате. Первое, мы, конечно же, делим класс на две группы, на две станции по разным видам деятельности. Первая группа – это фронтальная работа с учителями, вторая группа – это работа на платформе по индивидуальной траектории, по тем карточкам, которые мы детям выдали заранее. Далее мы заходим в личный кабинет, нажимаем кнопку «Начать урок», и в конце, через 18-19 минут мы производим ротацию станций, то есть мы меняем группы местами. И за несколько минут до конца урока мы подводим итоги нашего урока, мы можем также вывести на экран статистику нашим ученикам, чтобы они тоже знали, как они выполнили задания и правильно ли они их выполнили. Сейчас предлагаю также просмотреть личный кабинет учителя и личный кабинет зауча. В вашем кабинете есть все, чтобы управлять образовательным процессом и все, чтобы провести уроки в цифровом формате, чтобы отследить результат, гибко настроить результат и настроить уроки под ваш класс, и также контролировать результат каждого ученика и результат всего класса через статистику в режиме реального времени. То есть здесь куратору проекта будет доступна подробная информация и статистика по всей школе. Это будет доступно во вкладке «Цифровая школа». Для этого нужно подключить личный кабинет администратора. Да, сейчас мы перейдем на платформу, и я подробно расскажу, как это сделать, и покажу, как мы можем подключить личный кабинет администратора для того, чтобы рассматривать всю статистику. Также нам необходимо подтвердить, что мы являемся куратором проекта в школе, и прикрепить учителей, участников по ссылке приглашению. Обращаем внимание, что куратором проекта «Цифровая школа» в любом образовательном учреждении может быть только один человек, и это должен быть представитель администрации школ. Далее куратор на этапе вступления в проект проверяет, чтобы не было пересечений, чтобы было техническое оснащение в школе, чтобы классы у нас не пересекались. Также еще раз хочется все-таки обратить внимание на то, что в проекте «Цифровая школа» участвуют только математика 5-9 классы, английский язык 5-6 классы и программирование 3-4 классы. И уроки, которые проводятся по другим предметам, они не засчитываются. Будьте, пожалуйста, внимательны при составлении расписания и при проведении уроков. Урок считается проведенным, если минимум 50% из класса у нас задания выполнили на платформе в течение урока. И также это должен быть только один урок в неделю на платформе, чтобы он у нас пошел в зачет. И для работы на цифровом уроке учитель может уже выбирать любой функционал платформы. Это карточки, мы сейчас тоже их рассмотрим, функцию, кнопку «Начать урок». Также мы можем продлевать действие кнопки «Начать урок» и по будням до 18:00, и также мы можем использовать эту кнопку в субботу с 8 до 14:00. Это все происходит по запросу учителя. Тоже важный момент, если вы понимаете, что у вас в расписании стоит урок в субботу, и вам необходима данная кнопка, то вы нам сообщаете, мы вам подключаем кнопку, и вы можете использовать ее в субботу и по будням до 18:00 в рамках данного проекта. Также мы используем единый сервис с заданиями и тестами или различные сервисы, которые находятся в личном кабинете учителя. Сейчас предлагаю перейти на платформу и уже непосредственно просмотреть те сервисы, которые мы можем в работе использовать.
Сейчас я запущу демонстрацию экрана. Итак, для того, чтобы зайти на платформу учи.ру, да, у нас есть педагоги, которые с платформой еще не знакомы, нам необходимо, конечно же, зарегистрироваться, если мы еще не зарегистрированы. Кнопка регистрации у нас находится на главной странице. Когда мы вводим в поисковой строке учи.ру, переходим по первой ссылке, у нас появляется такое окно. Здесь есть регистрация. Если мы нажмем на данную кнопку, на данную плашку, то далее мы выбираем статус, под каким мы регистрируемся. Если мы учитель, то, соответственно, выбираем учитель, зауч, ну и так далее. Да, мы учеников не регистрируем, родители тоже, наверное, не особо на данный момент актуально. То есть мы выбираем либо учитель, либо зауч. Далее мы заполняем поля, которые обязательны к заполнению, и приступаем уже к работе в личном кабинете. Давайте посмотрим, как же личный кабинет у нас выглядит. Когда мы зарегистрировались и когда мы внесли наш класс или несколько классов на платформу, мы можем полноценно использовать платформу в работе. Как уже ранее сказала, все для педагогов бесплатно, все открыто, вы можете использовать все материалы в любое удобное для вас время. Когда мы зарегистрировались на платформе, то у нас появляется главная страница личного кабинета. В левой части экрана у нас расположены различные предметы, сервисы, также есть отдельная вкладка – это профессиональное развитие педагога, и в центре это тоже сервисы, которые мы можем использовать в работе, они у нас всегда находятся под рукой. Давайте сейчас рассмотрим, если мы зауч проекта, и нам необходимо подключить личный кабинет зауча, и мы, например, зарегистрированы на данный момент как учитель. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в профиль, находим свое имя, фамилию, и заходим в профиль. Кнопка эта находится вверху в правой части экрана. Далее мы спускаемся вниз. Видим, что у нас тут есть кабинет администратора, тут будет плашка «Подключить». Мы на нее нажимаем, соответственно, далее у нас появляется личный кабинет зауча. Также внизу, чуть позже, у нас появится кнопка «Я являюсь куратором проекта «Цифровая школа». Также там необходимо будет поставить галочку, чтобы вы в дальнейшем могли отслеживать статистику по выполненным заданиям каждого класса. Получается, мы заходим в личный кабинет, заходим в профиль, нажимаем «Подключить кабинет администратора», если он у нас еще не подключен, и далее выбираем кнопку и выбираем галочку, что я являюсь куратором проекта «Цифровая школа». После того, как у нас это все появилось, и вверху появился кабинет зауча, мы можем в него перейти и просмотреть функционал, который там доступен. Да, тут также будет отображаться детальная статистика по всем детям, по всем педагогам, которые зарегистрированы в вашей школе. И здесь будет отдельная плашка, это «Цифровая школа», где как раз-таки вы сможете напрямую отследить статистику по освоению тем, которые дети, по освоению карточек, которые дети выполняют еженедельно у себя на уроках. То есть все это мы можем отследить как в личном кабинете зауча, так и в личном кабинете учителя. Итак, мы с вами рассмотрели кабинет администратора. Также важно, чтобы все-таки статистика у нас появилась в кабинете администратора, нам необходимо подключить педагогов, которые у нас в школе зарегистрированы, да, чтобы смотреть за их статистикой. Для этого находим вверху кнопку «Подключить». Если мы на нее нажмем, то открывается новая вкладка. Мы можем подключить педагогов по ссылке, например, ее скопировать и отправить в любом мессенджере. Или мы можем ввести каждую почту каждого педагога, и тогда на почту педагогу придет уведомление о том, что они могут подключиться, что они подключаются к вашему личному кабинету. Итак, уважаемые педагоги, сейчас я проверю, еще раз перезапущу демонстрацию экрана, чтобы его было видно. Давайте еще раз убедимся, что экран мой видно. Так,
Отлично, экран видно, замечательно. Продолжаем. Как уже сказала, мы можем подключить педагогов к личному кабинету зауча по ссылке, отправив ее в любом мессенджере, или ввести почту каждого педагога. И после того, как педагог по ссылке перейдет, он автоматически появляется в личном кабинете зауча. И здесь мы уже, как зауч, можем отследить статистику по каждому ученику и по цифровой школе. Теперь предлагаю просмотреть личный кабинет учителя и также посмотреть сервисы, которые мы можем использовать при организации урока в формате ротации станций. Да, как уже сказала, сервисы, которые мы берем в работу, у нас находятся в левой части экрана. Это как предметы, да, в нашем случае английский язык, так и различные сервисы для проверки знаний и умений наших учеников. Предлагаю сейчас рассмотреть первый сервис «Мои задания из карточек». Для того, чтобы перейти в данный сервис, я на него нажимаю. И, соответственно, в новой вкладке у нас открывается наш сервис. Здесь мы уже можем создать домашнее задание и просмотреть, например, статистику по уже тем заданиям, которые мы отправляли. Давайте сейчас попробуем создать домашнее задание. Соответственно, я нажимаю на эту плашку. У меня открывается список предметов. Мы выбираем английский язык. Далее у нас выходит список наших классов, которые у нас зарегистрированы. Мы выбираем тот класс, который нам подходит. Далее видим список учеников. Можем как отправить индивидуальные задания, отправить, например, задание группе наших учеников, выбрать несколько детей, так и поставить галочку, где все ученики, и, соответственно, мы выбираем весь наш класс, который зарегистрирован. Далее переходим и выбираем задания. Перед нами открывается список тем и список карточек, которые мы можем ученикам отправить. Здесь тоже важный момент. Мы видим тему, видим такую небольшую галочку рядом. Если мы на нее нажмем, то открывается список карточек. И, соответственно, так работает с каждой темой. Мы видим тему здесь, на нее нажимаем, у нас открывается список карточек, да, которые мы можем выдать нашим ученикам. Также мы можем просмотреть задание, которое мы хотим отправить. Для этого находим круг фиолетовый с треугольником, на него нажимаем, у нас открывается карточка. При необходимости мы можем ее выполнить самостоятельно и убедиться, что это задание нам подходит. Если мы убедились, что задание нам подходит, ставим, соответственно, здесь галочку. Далее у нас появляется такое уведомление и кнопка «Подтвердить». Мы на нее нажимаем. И здесь уже выбираем дату, когда мы отправляем задание нашим ученикам и сколько у них будет времени на выполнение данного задания. То есть мы можем поставить, например, как несколько дней, так и неделю на выполнение. Да, чтобы мы, например, знаем, что сегодня мы провели урок, у нас через неделю запланирован еще один урок, и мы хотим вот эту тему. Мы выбираем неделю, и ученики уже, когда у нас будет следующий урок по расписанию, заходят на платформу и это задание выполняют. Также мы можем снова просмотреть задание, которое мы выбрали, отредактировать его при необходимости и можем просмотреть список тех учеников, которые мы выбирали. Если поднимемся выше, то здесь у нас есть кнопка «Выдать задание». Когда мы на нее нажимаем, задание у нас детям отправляется, и уже оно у нас отображается в личном кабинете у каждого ученика. То есть здесь они уже могут просмотреть то задание, которое вы отправили. Когда срок выполнения задания у нас истекает, то задание автоматически переходит в раздел «Завершенные». И мы можем отсмотреть статистику по выполнению данного задания. Мы переходим в этот раздел, находим то задание, которое мы отправляли нашим ученикам, и здесь мы его можем просмотреть и посмотреть, как же дети задание выполняли, да, кто карточку выполнил, кто ее не выполнил, у кого было несколько попыток на выполнение. То есть здесь все будет отмечено разным цветом, то есть разная карточка разным цветом. И мы сможем понять, как же дети у нас задание выполнили. И такая статистика у вас будет по каждому заданию, которое вы отправляете своим ученикам.
Итак, мы рассмотрели с вами первый сервис. Предлагаю обратиться к следующему сервису. Для этого я возвращаюсь на главную страницу и смотрим задания, мои задания из упражнений. Это тоже сервис, который мы можем использовать во время урока в модели ротации станций. И также сервис нам позволит проверить знания и умения наших учеников. Для того, чтобы использовать данный сервис, мы, соответственно, в него переходим, выбираем нужный нам класс, выбираем предмет, это у нас английский язык. Далее мы можем создать задание. Соответственно, нажимаем «Создать новое задание», у нас появляется список тем. Мы можем также найти нужную тему, чтобы долго не искать в списке. Предположим, нам подходит данная тема, и мы смотрим, что здесь также есть различные разделы. Выбираем тот, который нам подходит, и сразу у нас появляются те упражнения, которые соответствуют выбранной теме. Мы можем с ними ознакомиться, да, пролистав их вниз, можем их добавить в задание, можем добавлять задания из разных тем, да, например, выбираем «Добавить задание», это задание тоже нам подойдет, мы его тоже выбираем, поднимаемся вверх, и мы нажимаем на кнопку «Собрать задание». Далее мы уже также указываем срок выполнения, сколько у детей будет времени на выполнение этого задания, количество попыток при необходимости. Можем поставить временные рамки, это сколько будет времени на выполнение данного задания у каждого ребенка. То есть если он приступает к заданию, то, предположим, у него только 20 минут на выполнение. Да, если он не успел за 20 минут выполнить задание, то он к нему больше обратиться не может. И также мы можем показывать ошибки ученикам, можем убрать эту функцию, да, чтобы дети свои ошибки не видели. Дальше мы нажимаем «Подтвердить», и задание у нас также детям отправляется. Для того, чтобы отсмотреть статистику по выполненным заданиям, мы снова возвращаемся в этот раздел «Мои задания из упражнений». И здесь мы уже выбираем то задание, которое мы детям уже отправляли. Они у нас все будут отображены здесь. Видим, что пока никто из учеников задание не выполнил, но вот мы отправляли ранее задание. Давайте посмотрим, как у нас выглядит статистика. Видим, что здесь 11 учеников задание у нас выполнили. Можем просмотреть ошибки или отличные оценки по нашему классу. Да, для этого спускаемся вниз. Видим список учеников, видим, сколько учеников у нас задания получили, сколько учеников задания выполнили или начали, например, выполнять задания. Сразу видим количество оценок, которые дети получили по итогу данного задания. И далее уже видим конкретную статистику по каждому ребенку из нашего класса. Видим, сколько у нас было ошибок. Можем также просмотреть это задание, где именно ребенок ошибку допустил, сколько баллов ученик получил по итогу этого задания. Рекомендуемая оценка здесь также отображается, и мы видим статус: приступил ребенок, выполнил до конца или вообще не приступал к заданию, которое мы отправили. То есть вы можете полноценно получить статистику по каждому заданию, которое вы отправляете ученикам через данный сервис. Итак, сервис мы рассмотрели. Теперь также предлагаю рассмотреть еще один сервис, это проверочные работы. Мы тоже его можем использовать. Находится он также в левой части экрана. Здесь тоже есть английский язык. Можем выбрать уровень образования. Это несколько уровней, они у нас здесь указаны. Так, сейчас мой интернет постарается загрузить нам страницу.
Мы выбираем несколько уровней, выбираем класс, и далее нам также открывается список тем, которые мы можем брать в работу и выдавать детям. То есть здесь уже такой более тестовый формат заданий. По этим заданиям также будет детальная проверка и детальная статистика. Здесь выдается индивидуальный вариант каждому ученику, то есть задания меняются местами, те задания, которые мы выбрали, они меняются местами, и у каждого ученика они в разном порядке. Подробную статистику по всем выполненным работам вы можете отследить в разделе «Журнал». Если мы перейдем в этот раздел, то выбираем нужный класс, и здесь мы уже можем просмотреть, как дети выполняли у нас все тесты, которые мы им отправляли в этом сервисе. Тоже его можно активно в работе использовать и использовать у себя на уроках. Еще мы можем пользоваться кнопкой «Начать урок». Находится она на главной странице, в основном таком поле. Находится она здесь. Да? Мы сейчас можем видеть, что кнопка у нас действует. Действует она с момента нажатия целый час. То есть здесь у нас также указано время. И мы можем просмотреть статистику по тому, сколько карточек у нас дети выполнили по ходу того, когда у нас шло время данной кнопки, сколько эта кнопка действовала и сколько за час дети задания выполнили. Мы тоже это все можем отследить. Когда у нас прошел час, мы можем снова нажать эту кнопку, и дети могут далее приступать к заданиям. То есть, когда мы нажимаем эту кнопку, платформа снимает ограничения на выполнение, и дети могут выполнять задания, соответственно, без каких-либо ограничений. Также мы можем использовать и карточки, например, при работе фронтально с учениками. Для этого мы выбираем предмет, это английский язык, выбираем здесь программу по английскому языку, и далее нам доступна вся программа от 1 класса до 11 класса. Здесь мы можем выбрать, соответственно, основную школу. Обратите внимание, что темы для 5 и для 9 класса, они находятся все вместе, то есть их объединили, потому что мы можем использовать, например, для 6 класса карточки и для 5 класса, по программе 5 класса, и также для 6 класса мы можем отправить программу 9 класса, если это необходимо, если кто-то из учеников у нас очень преуспевает в иностранном языке, мы можем ему дать задание посложнее. Если мы спустимся вниз, то, соответственно, видим разные темы. Мы видим темы, видим карточки, можем перейти в эту тему, да, и просмотреть, какие карточки здесь у нас содержатся. Также мы их можем выполнить как самостоятельно, так и вместе с учениками. И, соответственно, мы можем использовать полностью программу у себя в работе. Если спускаемся вниз, то у нас здесь вся программа по каждому классу доступна. Мы можем ее просмотреть, отправить ученикам и полноценно использовать у себя на уроках. Итак, мы с вами просмотрели сервисы, которые мы можем использовать в проекте «Цифровая школа» для того, чтобы организовать наш урок в модели ротации станций. Это такие сервисы, как карточки по предмету. Также мы можем использовать мои задания из карточек, это выдача домашнего задания, мои задания из упражнений. Также можем использовать проверочные работы, это уже тестовый формат заданий. Везде здесь производится автоматическая проверка, что ваше время также существенно сэкономит, и вы можете всегда использовать эти сервисы в работе. Также мы можем выдавать ученикам и такие интересные задания, это задания прошедших олимпиад. Они находятся у нас в разделе «Олимпиады».
тоже в левой части экрана. Мы переходим в этот раздел, и здесь мы можем просмотреть актуальную информацию по тем олимпиадам, которые проходят на данный момент, но и также ознакомиться с заданиями прошедших олимпиад, предположим, по английскому языку. Да, здесь мы видим список тех олимпиад, которые проходили у нас на платформе, и мы можем приступить и выполнить, например, такие необычные, интересные задания тоже вместе с учениками. Итак, мы рассмотрели детально сервисы, которые помогут нам при организации нашего урока в цифровом формате. Сейчас предлагаю перейти снова к презентации и уже просмотреть далее ту информацию, которая у меня для вас есть. Итак, уважаемые педагоги, пожалуйста, напишите в чате плюс, что презентацию мою видно. Спасибо. Итак, продолжаем. Важный момент. В начале проекта с каждым классом-участником нам необходимо будет провести входное тестирование. Это как раз-таки нам позволит определить уровень наших учеников, заинтересовать их платформой и также определить какие-то пробелы в знаниях, если у учеников, например, что-то не получается. Мы можем ему всегда подсказать, показать, как отработать какие-то западающие темы у нас на платформе учи.ру. Также после выбора класса, с которым вы будете принимать участие в проекте и подавать заявку у себя в личном кабинете, вы увидите кнопку «Начать тестирование». Я покажу чуть позже, как мы подаем заявку. Да, сейчас тоже рассмотрим такие важные моменты. Важно, запустить тестирование учитель сможет только один раз. Рекомендуем это делать непосредственно на уроке перед началом. После этого уже задания будут доступны в кабинетах у наших детей в течение целой недели. То есть мы нажали на кнопку, запустили тестирование, и целую неделю дети могут выполнять данное тестирование. На выполнение заданий теста ученику отводится 20 минут. Задания разные у каждого ученика, так что списать они не смогут точно, и мы можем получить полную статистику, где именно есть пробелы в знаниях у детей или, например, пробелов нет вообще. Результаты данного тестирования вы получаете на электронную почту как раз-таки после уже завершения тестирования. По ходу реализации проекта учитель не может изменить класс. То есть здесь стоит подумать, да, просмотреть, какие классы у нас есть, определить классы, которые в проекте точно участвуют. Да. Мы выбираем класс, который начнет участие в проекте и закончит его в конце учебного года. А если мы подаем заявку, например, с 3 классами, то проводить цифровые уроки нужно будет во всех 3 классах, которые мы указали в заявке. Обо всех технических изменениях, пожалуйста, сообщайте организатору проекта. Даже такие незначительные изменения, как смена логинов и паролей у детей, да, прикрепление класса к другому учителю или, например, удаление класса, внесение класса заново, смена личного кабинета учителя и так далее. То есть все это очень важно для того, чтобы мы могли корректно собрать всю статистику и проанализировать те данные, которые у нас появляются по исходу, когда дети выполняют задания. То есть очень важно, если у вас происходят какие-то изменения, пожалуйста, сообщайте организатору проекта. И перед подачей заявки в личном кабинете проверьте, пожалуйста, что у вас корректно указана электронная почта. Это можно проверить во вкладке «Профиль». Да, вспоминаем чуть ранее, когда мы с вами нажимали кнопку администратора для того, чтобы подключить личный кабинет зауча. У нас нужно было зайти в профиль. Здесь то же самое. Чтобы проверить почту, мы заходим в личный кабинет, видим свои имя и фамилию, нажимаем, заходим в профиль и далее уже проверяем, чтобы почта у нас была указана верно. Так как важно использовать актуальный адрес электронной почты, иначе вам просто не будет приходить
статистика по этим урокам, и вы не увидите сведения по проекту и вообще результаты тестирования. Да? То есть здесь важно почту просмотреть. Если вы заметили ошибку или почта у вас уже не актуальна, то, пожалуйста, напишите на наш электронный адрес. Да, все контакты я оставлю в конце нашего вебинара. То есть если вы заметили, что почта у вас не актуальна и указана неверно, ее необходимо исправить, чтобы мы могли получить статистику. Также важный момент, выход из проекта у нас производится по согласованию сторон. Да, если вы понимаете, что вам нужно выйти из проекта, пожалуйста, тоже сообщите организаторам проекта. Это такие важные моменты, которые стоит учитывать. Также по итогу данного проекта вы можете получить сертификат. Это может получить как учитель, так и куратор проекта. По итогу реализации проекта учитель, который выполнил все условия, получает сертификат. Здесь сейчас расскажу про условия подробнее. Сертификат, он подтвердит ваши компетенции, подтвердит ваши практические навыки, которые вы применяете для внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Чуть подробнее про условия для того, чтобы получить сертификат. Если учитель проводил не менее одного урока каждую рабочую неделю учебного года, да, тоже важный момент, который учитывается. Также момент для получения сертификата – это учитель проводил каждый урок с изначально заявленными для участия в проекте классами. То есть вы каждую неделю проводили один урок с теми классами, которые вы указали изначально. Также педагоги проводили каждый урок по предложенной методике, да, по тем материалам, которые мы предоставляем. И на каждом уроке с платформой работало минимум 50% учеников класса. Если все эти условия у нас выполняются, то, соответственно, педагог может получить сертификат участника проекта. Куратор проекта также может получить свой сертификат об организации проекта в школе при условии, что он является верифицированным куратором цифровой школы в своем образовательном учреждении. И минимум 50% заявленных учителей дошли до конца проекта. И, соответственно, тоже получили сертификаты участников. Также условия у нас продублированы на слайде, можете с ними ознакомиться и себе их зафиксировать. Для того, чтобы верифицировать личный кабинет, нужно, соответственно, подключить кабинет администратора на платформе учи.ру. Если у вас еще нет личного кабинета, то мы, соответственно, регистрируемся и создаем личный кабинет зауча. Когда мы обращались к платформе, да, вспоминаем, мы смотрели, как зарегистрироваться и как подключить кабинет администратора. Также необходимо поставить галочку рядом с цифровой школой. Это тоже появится у вас в профиле в личном кабинете администратора. И, соответственно, администратор прикрепляет учителей, которые участвуют в проекте по ссылке, или мы вводим почту. Да, вспоминаем, ранее мы это смотрели уже детально на платформе. И обращаем внимание, куратором проекта «Цифровая школа» в образовательном учреждении может быть только один человек. И это должен быть представитель администрации школы. Вспоминаем, что на плечи администрации школы, на плечи куратора ложится такая важная задача, чтобы не было пересечений с классами, что один класс может принимать участие только по одному предмету и с одним учителем. Далее администратор проекта составляет расписание, решает различные технические проблемы, если они возникают. И статистика по проекту будет доступна как у каждого учителя, да, мы смотрели, так и в личном кабинете зауча. Уважаемые педагоги, давайте предлагаю еще раз все-таки просмотреть в личном кабинете, где мы нажимаем на кнопку, чтобы подключить кабинет зауча, и где у нас появится флажка «Цифровая школа». Так, сейчас я снова запущу демонстрацию экрана.
Мы заходим в свой личный кабинет, находим свои данные, выбираем профиль, спускаемся чуть ниже и здесь выбираем кнопку «Подключить личный кабинет зауча» и также указать, что мы являемся куратором проекта «Цифровая школа». Все это находится у нас здесь. Да, вспоминаем ранее, чтобы нам приходила статистика, мы ранее об этом сказали, необходимо проверить актуальность электронной почты. Все это тоже находится в этой вкладке под нашими фамилией, именем и отчеством. Да, здесь у нас указана почта. И мы как раз-таки можем сразу проверить, актуальна она или не актуальна. Для того, чтобы подать заявку в личном кабинете учителя, нам необходимо, соответственно, зайти также на платформу. И у нас в личном кабинете на главной странице появится такое большое окно, да, мы можем вернуть заново, «Цифровая школа». Нажимаем либо «Узнать подробнее», либо просто на эту плашку. Далее у нас загружается страница, где мы уже можем отследить всю информацию по цифровой школе. Есть большая кнопка «Присоединиться к проекту», мы на нее нажимаем и далее уже выбираем предмет. Соответственно, мы выбираем английский язык 5-6 классы. Здесь мы выбираем класс, который у нас будет принимать участие в проекте. Или мы можем выбрать несколько классов, если это необходимо. Да, максимум 3 класса каждый учитель может выбрать для подачи заявки. Далее мы ставим везде галочки. У нас загорается кнопка «Присоединиться к проекту», и, соответственно, мы нажимаем «Присоединиться к проекту». Здесь тоже очень важно, именно в этой вкладке, именно в этом разделе каждый учитель должен подать заявку. И только эти заявки будут действительны. То есть только этот список мы будем обрабатывать и учитывать в проекте. Обращаю на это внимание, поэтому нужно каждому зайти, указать класс, указать предмет, поставить везде соглашение и нажать кнопку «Присоединиться к проекту». Итак, а сейчас снова возвращаюсь к нашей презентации. И мы просмотрим план реализации проекта «Цифровая школа». Посмотрим, какие же у нас дальнейшие шаги после того, как мы подали заявку. Далее куратор проверяет техническое оснащение школы. Как уже сказали несколько раз, это минимум 15 рабочих мест для учеников, компьютер учителя с подключенным проектором или интерактивной доской, стабильный доступ в интернет. И нужно проверить, чтобы сайт учи.ру был в белом списке школы. Также мы подключаем кабинет администратора в личном кабинете на платформе. Если у нас еще личного кабинета нет, то, соответственно, создаем новый личный кабинет. Подтверждаем, что мы являемся куратором проекта в школе и ставим галочку «Цифровая школа». Обращаем внимание, да, что куратор проекта «Цифровая школа» в образовательном учреждении – это только один человек, и это только представитель администрации школы. Далее определяем список учителей, список классов, которые будут принимать участие в проекте. Тоже важный момент. Один класс принимает участие с одним педагогом. Один учитель не более чем с 3 классами. Да, тоже очень важный момент, учитывайте его. И мы прикрепляем учителей и участников по ссылке приглашению. Далее, уважаемые учителя выбирают класс, с которым будут проводить цифровое занятие раз в неделю до мая 2022 года. И если класса еще нет на платформе учи.ру, то, соответственно, мы добавляем этот класс, добавляем учеников на платформу и раздаем им доступы, это логины и пароли для входа. Также важно составить расписание цифровых уроков по проекту согласно количеству участников, чтобы всем хватило места, всем хватило времени и также не было пересечений по классам. Учителя подают заявку каждый в своем личном кабинете. Мы просмотрели, как это сделать. Нажимаем на кнопку «Присоединиться к проекту». И далее в личном кабинете
ну, если еще не появился, то в личном кабинете учителя появится флажка «Цифровая школа», которую мы видели ранее, и мы как раз-таки по ней переходим и вводим все эти данные и присоединяемся к проекту. Мы выбираем класс, с которым будем проводить цифровые уроки. Далее вы получаете письмо на электронную почту, где будут указаны подробные инструкции и подробное описание следующих шагов. И до конца учебного года, за исключением периодов каникул, карантина и так далее, мы проводим один урок в неделю в компьютерном классе, или это мобильный класс, по модели ротация станций, с использованием тех сервисов, которые мы рассмотрели ранее, которые находятся на платформе uchi.ru. И в начале проекта дети выполняют входное тестирование, выполняет его весь класс. У детей будет неделя на выполнение данного тестирования после того, как учитель нажмет кнопку, и также 20 минут на выполнение этого тестирования. И в периоды, соответственно, когда мы не можем провести уроки, то мы их проводим удаленно в онлайн-формате. И в ходе проекта мы получаем уже полноценную техническую, методическую поддержку. То есть мы всегда с вами будем на связи на протяжении всего проекта, и вы можете по любым вопросам обращаться к нашим организаторам. Также сейчас у вас указаны данные на слайде. Здесь будут находиться полезные материалы. Мы также поделимся с вами ссылками. Вы можете установить Telegram, например, на компьютер или на телефон, отправить запрос на то, чтобы вас добавили в чат вашего региона к нашим специалистам, чтобы вы могли обращаться по каким-либо вопросам в этот чат, и также, чтобы вы присоединились к вашим коллегам, которые уже участвуют в проекте. Уважаемые педагоги, и помимо итогового сертификата по завершению проекта, вы также сможете получить и цифровой сертификат. Это очень важно. Мы с вами уже в начале нашего мероприятия сказали, что код у нас указан в заметках, обратите внимание. Также его продублировали для удобства в чате. Могу также сообщить голосом. Для того, чтобы подтвердить участие в сегодняшнем нашем обучении, вам необходимо ввести данный код в личном кабинете учителя. Если есть возможность, то мы можем зайти сейчас на платформу, открыть каждый свой личный кабинет и ввести код в разделе «Портфолио». Я сейчас еще раз детально покажу, как мы это делаем. Мы заходим в личный кабинет учителя на платформу uchi.ru, далее спускаемся вниз, находим раздел «Профессиональное развитие», выбираем «Портфолио», и вверху у нас будет такое окно для активации кода. Сейчас снова мой интернет постарается. Кнопка, у меня есть код с обучающего мероприятия и кнопка «Активировать». Мы на нее нажимаем, сюда мы вводим код нашего мероприятия. Это 3830 дефис обязательно 2963. После этого нажимаем кнопку «Активировать», и у нас появляется уведомление о том, что код успешно активирован. После этого мы подтверждаем наше участие на сегодняшнем мероприятии и, соответственно, проходим такой электронный формат регистрации на нашем сегодняшнем мероприятии. После того, как вы код активировали, у вас появится сертификат в разделе «Портфолио». Да, но для того, чтобы получить сертификат, нам необходимо, соответственно, быть зарегистрированным на платформе, зайти в личный кабинет, код этот активировать. Код у нас действует несколько дней, это 3 дня с момента нашего вебинара, то есть желательно его ввести прямо сейчас или сразу после нашего вебинара. Если у вас возникнут какие-то технические сложности, мы можем вам с этим помочь, да, можете к нам обратиться, поэтому нужно ввести его сразу. После того, как мы код ввели, внесли классы, они у нас зарегистрированы, мы выбираем сервис «Мои задания из карточек» или «Домашние задания», мы его ранее уже просматривали, составляем задание и выдаем нашему классу по тому предмету, который вы преподаете.
То есть здесь уже ученики заходят на платформу, приступают к решению того задания, которое мы отправили через сервис «Мои задания» из карточек. Находят они его в разделе «Задания от учителя» в своем личном кабинете. И минимум 10 учеников, когда задание выполняют, то вам приходит автоматический сертификат в разделе «Портфолио» в личном кабинете на платформе учи.ру. То есть для того, чтобы подтвердить свое участие на сегодняшнем мероприятии, мы в личном кабинете вводим код нашего вебинара, он указан у нас в чате, также он закреплен в заметках. Вводим код в разделе «Портфолио». После идем в сервис «Мои задания» из карточек, выбираем несколько карточек, можно выбрать 2 карточки, выдать эти карточки всему классу, и после того, как минимум 10 учеников в нашем классе задание выполнят, то сертификат у вас появляется в разделе «Портфолио». На выполнение условий для получения сертификата у вас будет 20 дней. Да, то есть если мы сейчас активируем код, сразу отправляем домашнюю работу, то у вас будет 20 дней на то, чтобы получить сертификат, и, соответственно, дети могут выполнять задания в течение 20 дней. Уважаемые педагоги, на этом у меня все. Сейчас передаю слово Вячеславу Алексеевичу. За содержательный такой очень подробный и несколько раз повторяющийся вебинар, чтобы учителя нигде не ошиблись, ничего не пропустили. Спасибо большое. Я думаю, учителя подключатся и будут участвовать в нашем совместном проекте «Цифровая школа» вместе с платформой Учи.ру. Спасибо большое. Коллеги, еще несколько моментиков. Значит, я сейчас в чат скину адрес сайта. Это сайт, который мы создали недавно и который как бы называется личное портфолио педагога или индивидуальный образовательный маршрут педагога, на котором будут отображаться все мероприятия, в которых вы будете участвовать. В том числе и вот это мероприятие, на котором вы сегодня были, оно уже там заведено, надо будет на него записаться. Это как бы будет ваше... портфолио, будем говорить так. Это будет ваше портфолио, и все курсы, все семинары, вебинары, возможно, будут отображаться в этом вашем портфолио. Поэтому тоже как и один из вариантов повышения педагогического мастерства или отслеживания вашего повышения педагогического мастерства. Еще раз спасибо Веронике, спасибо платформе Учи.ру за то, что вы предоставляете такую возможность нашим педагогам использовать ее для активизации, может быть, деятельности с учащимися. Коллеги, спасибо всем за участие. На этом мы заканчиваем, да, Вероника? Да, уважаемые педагоги, большое спасибо. На этом у меня все. Всем хорошего вечера. Всего доброго, до свидания.